Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие братья и сестры, наблюдая за тяжелой ситуацией в Палестине, не обязательно быть мусульманином, чтобы у тебя разболелось сердце. Обязательно просто быть человеком. Тяжелая ситуация, когда постоянно бомбят, и им говорят, чтобы они покинули свои дома и переселились, а вокруг все границы закрыты, что даже в воду нельзя пронести. Напоминает историю Мусы, алейхиссалям, когда он вместе со своим народом по приказу Аллаха отправился к морю, а за ним вместе со своим войском следовал фараон. И вот представьте такую ситуацию. Впереди море, сзади фараон, который хочет уничтожить вас всех. И, казалось бы, безвыходное положение. Ни одно войско не может остановить фараона, и никто не может тебе помочь. Никто, кроме Аллаха. И как прекрасен этот попечитель и хранитель. И Всевышний Великий Аллах открыл для них двери там, где их никогда не было. Всевышний раскрыл для них море, и они прошли через него. А для фараона это было последним походом в его жизни. Как говорил имам Аш-Шафи, да помилует его Аллах, у того, кто знает историю, улучшается ум и уменьшаются ошибки. Но походу не у всех. Каждый раз, когда Всевышний и Великий Аллах наделяет иудеев благами этого мира, они совершают одну и ту же ошибку. Они постоянно стремятся к тому, что им по праву не принадлежит. Когда Всевышний Аллах описывает их в Священном Коране, описывает их порочные качества, я задавался вопросом: субханаллах, что же должны сделать люди, чтобы самый милостливый Аллах, который скрывает грехи своих рабов, описывал их таким образом? И ответ я нашел в глазах этих детей, в глазах отца, который потерял сына, в глазах матери, которая потеряла свою семью. Как же мы, мусульмане, можем помочь в этой ситуации? Конечно, поставить на статус, распространить в интернете, чтобы как много людей узнали об этом, это, конечно, хорошо. Но в первую очередь, я думаю, что мы с вами должны быть искренними перед Аллахом. А как говорят ученые, искренность перед Аллахом заключается в делах, в твоих ночных молитвах, в том, что ты оставляешь запретное, оставляешь маленькие и большие грехи. И если ты думаешь, что же поменяется, если я один оставлю грехи, я хотел бы, чтобы ты вспомнил историю, которая была во времена пророка Ибрахима, алейхиссалям, когда его хотели сжечь. Малюсенький муравей зачерпнул воду ртом и нес его к костру. И его спросили: неужели ты пытаешься тем самым затушить этот огонь? Муравей ответил: нет, я не надеюсь, что смогу затушить этот огонь, но я надеюсь, что это будет моим оправданием перед Аллахом, когда Он спросит меня: что ты сделал, когда сжигали пророка? Я скажу ему: о Аллах, я сделал все, что было в моих силах, чтобы защитить истину и показать всем остальным, в чьих я рядах.